Это моя отдушина, это мой мир, такой маленький мирок, куда я могу прийти, высказаться, оставить все свои переживания или вылететь в счастливые моменты, поговорить наедине с холстом, грубо говоря, изобразив что-то на нем. Это мой маленький мирок. Картина написана с душой или же просто на скорую руку, это очень прочитывается зрителям. Я это поняла, наблюдая за тем, когда выставляешь картину, как на нее реагируют, как ее комментируют. Это прочитывается. Вдохновляет меня весна и осень. Сейчас осень, посмотрите, как красиво, сколько буйства красок и цвета. Так как я люблю краски и цвет, это меня невероятно вдохновляет. И зима по-своему хороша, потому что ты находишься дома и плодотворно работаешь. Я была довольно-таки спокойным ребенком. В детстве очень любила рисовать. Мои родители всегда меня поддерживали в этом плане, за что им очень благодарна. Мина Бабам родом из Душанбе, она с Самарканда. В 92 году они переехали в Джанкой. В 93-м родилась я. Мина Бабам частный предприниматель, она закончила медобразование. Они никак не связаны с искусством. И в роду у нас никогда не было художников. Несмотря на это, они всегда поддерживали меня. В 16 году я вышла замуж. Сейчас живу с мужем и родителями. У меня есть маленький сыночек, которому почти 2 года. Я прячу от него краски, потому что он любит рисовать и на стенах, и везде любит рисовать. Мой творческий путь, наверное, моя любовь к искусству началась с раннего детства. Я помню, как Анашка меня водила на художественные выставки. И я приходила, вставала напротив картины, восхищалась и не могла себе представить, что когда-нибудь моя картина, я достигну такого уровня, что ее смогут вывесить на выставках. И кто-то будет подходить к ней также и восхищаться. Поступила в Крымский инженерно-педагогический вуз на кафедру дизайна, но проучилась я там недолго, так как поняла, что дизайн интерьеров – это не совсем мое, и перепоступила на декоративно-прикладную монументальную живопись. И оттуда, я думаю, началась дикая моя любовь к живописи, к цвету. Очень много поисковых моментов. Наверное, не знаю, приходилось сколько в течение всей своей жизни шла поэтапно к тому, что сейчас у меня это вылилось в определенные образы, сюжеты. Я искала то, что будет отзываться от меня, передавать мои ощущения, мое мировосприятие.
рисовать созвучно мне. Это мой родной Крым, определенно архитектурные старые очки. Это прослеживается в моих графичных работах. И крымско-татарские образы девушек, парней, это можно увидеть в живописи, а также в цифровой иллюстрации. Это детские персонажи с крымско-татарским колоритом. Волнует меня абсолютно все, как и любого человека, начиная от бытовых каких-либо вопросов или же психологии, общения с людьми, восприятия человека, от глобального потепления, да, заканчивая проблемой, то, что несохранности нашей крымско-татарской архитектуры, которая мне очень волнует этот вопрос, так как везде прослеживается крымско-татарская архитектура в моих сюжетах. Когда изображая их, бывает такое, что я изобразила, а уже этой архитектуры буквально через пару лет уже нет в таком первозданном виде, который я изобразила. И это очень больно и печально. Это начиналось с детских иллюстраций. Сначала я изобразила в виде таких набросочков, потом мне захотелось это перенести на одежду, в основном детскую одежду. Я отрисовывала это все от руки, но потом немного отошла от этого, перешла на цифровые иллюстрации, цифровых персонажей детских. В основном я изображаю детских персонажей, которых можно увидеть в книгах. Одна из книг — это я создавала иллюстрации к детским рассказам, книга от Берзаманды Барыкин. Сейчас я начала больше изображать образы, женские образы, так как они мне больше импонируют и в такой современной стилистике, но с применением крымско-татарской колористики, да. У меня есть дикое желание познавать постоянно что-то новое, изучать современные какие-то технологии, направления и пытаться применить их в свое творчество. Нет, я хочу, чтобы современность перекликалась, так как все сейчас, молодежь направлена на современность, на новые технологии. Я хочу, чтобы это была коллаборация, да, с нашим крымско-татарским стилем, чтобы это развивалось и дальше с ноткой такой современности. Не всегда хочется рисовать, не всегда есть вдохновение. Иногда приходится рисовать, и заставляешь себя, потому что приходит или срочно какой-либо заказ, и ты уже садишься, и в период работы появляется вот это вот некое вдохновение, желание писать. Как в процессе работы возникает это желание. Хотелось бы, чтобы мои работы увидела все больше зрителей, познакомилась с моим почерком, мой почерк был все более узнаваемый.
работать, еще раз работать. Как не отвлекаться на второстепенные вещи. Это и не принимать сильно близко к сердцу мнение окружающих. Я не буду ориентироваться, если мне сказали, вот это так-то, так-то, ну, определенному человеку не понравилось что-то в моей работе, он говорит, поменял, надо туда что-то добавить. Нет, я на это не буду ориентироваться. Есть мои чувства, мои эмоции, которые я выливаю в определенный момент. Я останавливаюсь и вижу, что работа закончена, для меня она является законченной.